Привет, скажи. Поздоровайся. Всем привет. Вот собрали 4 мешка рыбы, 1 отвезем щенкам, 1 и 3 наши. Пока. Ну что, едем кормить гавриков. Вперед. В соцсетях мы увидели объявление о том, что в заброшенном доме проживает мамочка с множеством щенков. Мы очень хотели помочь бедолагам и поехали их накормить. Эй, кушать пойдем? Кушать будем? Кушать? Ё-моё! Катя! Их так много! Где такая? Хосятка рыжая маленькая такая. Дети? Дети? Эти какие детки! Ты бы видела. Смотри, вон. Смотри, рыжий, черный. Ой. Смотри, какой рыжий. Он коричневенький. Вон еще. Ой, сколько вас здесь! Приехав туда, мы обнаружили 7 абсолютно разных малышей. Черненький, коричневенький и рыженький. Почти все щенки были очень напуганы и не давались в руки. Посмотрев условия, в которых выживают щенки, мы поняли, что зиму они там не переживут. А вон, смотри, какой рыжий. Вот он рядом. Мяу. Пацан. В этот же вечер мы сразу выложили объявление о том, что этим щенкам требуется помощь. Поступило 2 отклика. Девчонки, да? А мать кушает? Да, ей насыпала. У нас целый мешок, у меня уже рука отваливается. В тот вечер на улице был настолько трескучий мороз, что пальцы на руках просто леденели, а камера отказывалась работать. Мы понимали, раз нам спустя 15 минут уже настолько холодно, что мы не можем стоять, каково этим несчастным детям. На следующий день мы тоже приехали к этим малышам, и опять же не с пустыми руками. На коричневую девочку и рыжего мальчика поступили отклики. Добрые люди хотели забрать их домой. Но ведь мамочке и остальным деткам тоже нужны хозяева. Они не смогут пережить зиму в этом доме. Вы спали, да? Мы испугались, что за все? Что за все вы собрали? Эй, мамочка, ты меня не бойся. Я детей твоих пришла кормить. И тебя пришла кормить. Эти мои все такие сладкие. Эй, девчонка! Ой, девчоночка! И мамочка! Она тебя испугалась аккуратно. Мамочка! Кушать! Кушать! Смотри, какая девочка! Смотри, какая! Мамочка! Также общепринятым решением мы решили забрать коричневого мальчика и постараться его пристроить. Но щенок оказался настолько дикий, что при попытке поимки успел укусить. Взяла. Нет. Да смотри, какую голову взяла, понесла. Вот этот пацаненок наш, я так поняла, и вон та девка наша. А вот этот надо посмотреть, вот этого пола. И вот, смотрите, пареечка. Сыкунище. Хватай. Пацан. Тихо. Может, сразу в машину их не кормить? Не пойдет.
Когда мы действовали оперативно и взяли щенка в руки, он начал настолько истошно кричать, что напугал мать и своих братьев, сестер. Все резко разбежались, и попытка поимки остальных стала еще труднее. Красота, на тебя ручки есть. Ой, красота не хочет. Но у меня рука уже все отрывается. Ой-ой-ой. И вот уже 3 счастливчиков едут в новые дома, в сытую, теплую и заботливую жизнь. Красивый и рыжий мальчик уехал к прекрасным людям. Это были хозяева нашей бывшей подопечной, которая, к сожалению, не так давно покинула этот мир из-за болезни, с которой очень долго боролась. И эти люди были вновь готовы подарить дом несчастному животному. Мыть будешь? Типа Хася. Ошейник там на торпеде. Но мы, короче, большой взяли, там дырку надо будет сделать. Кого? Ошейник взяли, только дырку надо будет сделать. Че у тебя слюня покатилась? Дырку сделаешь просто и замотаешь туда. Хорошо. Что, берешь? Да. Все, давай. Дай слюнявый. Да, Ты видишь, что у него слюнька Паша потекла чуть-чуть? И он перенервничал. давайте, чтобы Всё, Кать, жить. давай, ага. Давай, спасибо. На коричневую девочку откликнулась прекрасная девушка. В этот же вечер прислала нам очень добрый и теплый приветик из дома. Но в этот вечер не все было так гладко. В волонтерском чате мы увидели сообщение о том, что под машиной замерзает щенок. Мы были совсем рядом, поэтому откликнулись на этот зов о помощи. Мы приехали спустя 3 минуты, но, к сожалению, достали уже замерзшее тело бедного щенка. Если вы зимой видите животное раненое или нуждающееся в помощи, первым делом занесите его в тепло. Так вы поднимете шанс на то, что животное выживет. Сердце не бьется, да? Нет, все, ты что, вот такого переохлаждения? Нет, у нее сильное переохлаждение, она все. Но не все так печально. Ведь ранее спасенные нами кошки из злосчастной квартиры сегодня наконец-то улетели в Красноярск и будут искать дом и новых заботливых хозяев. И вот вроде бы нужно радоваться за пристроенных малышей, но сегодня у хозяйки корицы, теперь так зовут коричневую малышку, объявилась аллергия, и, к сожалению, ее пришлось вернуть. Теперь корица и ее братик ищут дом, а также остальные щенки, оставшиеся в заброшенном доме. Огромное спасибо всем за просмотр. Не скупитесь на лайки, комментарии и репосты для продвижения доброго канала. Также, если кто-то из этих малышей или других подопечных запал к вам в душу, обязательно свяжитесь с нами. Мы будем очень благодарны и рады, если одна из этих собачьих жизней поселится в вашем доме. Приглядитесь в глаза каждой собаки. Может, именно она должна быть рядом с вами. С вами были мы, волонтерское движение «Северные псы». Мы продолжаем спасать, несмотря ни на что.